Здравствуйте, уважаемый Омар Аликулатов. По многочисленным просьбам участников нашей группы я прошу вас рассказать о себе с самого детства до сегодняшнего дня. Где служили, где родились, где работали, какие предприятия открывали. Думаю, это будет интересно участникам нашей группы, чтобы они могли знать о вас побольше и могли больше доверять вам. Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что я родился в 1968 году, 21 ноября. В семье отец у нас воевал в Великой Отечественной войне. Он был контуженный. И, значит, по ситуации, в состоянии нашей семьи нас устроили, значит, в интернат номер 1. Это около аэропорта города Душанбе. Там я учился, даже очень тяжело давался русский язык, так как надо было изучать. После окончания, значит, 8 классов мне надо было уже поднимать семью, помогать. Я и учился в училище, и, значит, работал почтальоном, как жизнь состояла. Позже я устроился в Текстильмаш, завод Текстильмаш, уже на вечерней школе уже отдал документы по поводу доучивания. И в заводе Текстильмаш я работал шлифовщиком токаря, фрезеровщиком в течение 3 месяцев, обучил эти профессии. До армии я, значит, работал на заводе, закончил, значит, вечернюю школу 10 класса. После этого, значит, я пошел, значит, во внутренние войска служить, 2 года отслужив в части 72-84 в Хабаровске. Значит, после этого я пришел на родину, опять же, помогать по семье, чтобы поднять. Я сперва устроился на завод, проработав 3 месяца на заводе и 1 месяц где-то в Росме. Это был рабочий отряд содействия милиции. Мне это не подошло. После этого я начал работать в строительной компании и взял на себя ответственность строительства 16-этажного цирка дома. Кооператив «Фортуна». У меня было примерно 200 работников. Я даже не подготовлен, но начал быстро переучиваться на практике, как с людьми общаться, как работать, как давать рабочие места. После этого, значит, жизнь удивительно сложилась тем, что я начал заниматься многим. Я увидел, что люди ко мне тянутся, я могу с людьми общаться, люди доверяют мне. Кооператив начал переходить уже в фирму. У нас появились другие компании, которые мы совместно открывали с другими людьми. Работали в разных отраслях. Но одно из самых мест это было продажей фруктов, овощей, консервации сухофруктов в России. Тогда агропром Таджикистана вывозил до Якутии, до всех по спискам, чтобы мы раздавали те фрукты. Тогда Таджикистан кормил почти пол России по поводу сухофруктов, свежих фруктов. И мы с удовольствием нас это все забирали. Качество продукции тогда было хорошее, потому что тогда агропром работал, очищались поля, работали все дружно. Где-то примерно уже в 91 году ситуация все начала быстро меняться. В Таджикистане начали преследовать тех бизнесменов, которые что-то могли дать Таджикистану. У нас появилась такая структура, как Майрамон с боевиками, которые отнимали все бизнесы. И надо было уже выехать. Я тогда выехал, работал на территории России где-то примерно год. После этого вернулся, значит, в Таджикистан. В Таджикистане я начал работать в топ-мед. Открыл новую компанию, в которой я начал работать. И тогда мы собирали какую-то новую работу из ничего. Мы собирали мусор, лом, металлолом.
После этого пошли опять новые работы, пошли новые компании. Так как люди ко мне тянулись и доверяли, мы открыли кооперативы. Не только строительные, тогда у нас была и работа по хлопку, как мы выставляли в Иваново, доставляли пряжи. Потом некоторое время мы занимались мелкими, то есть многими поставками в Таджикистан. После этого мы занялись доставкой в Таджикистан сжиженного газа. И это примерно 3 года я работал на доставке сжиженного газа. И после чего я видел, что нужно объединиться, скооперироваться для того, чтобы дойти до высоких целей. Вот тогда-то мы и объединились с тогдашним, когда еще он не был зятем президента Соевым Шансово. До этого был зять президента Зоир, которым мы переговорили с ним по работе. Но так как он был безграмотный, он не понимал действия в бизнесе, просто привык зарабатывать с воздуха деньги, мы перешли на этого человека. С этим человеком проработали 10 лет, уже сделали 12 разных компаний в разных направлениях. Пока мы давали рабочие места людям, давали многие идеи, было очень интересно, то есть были 28 других программ, не только трубопровод Хаджи Душанбе, не только, значит, транспортные компании, которые должны были завозить грузы с Китая до Афганистана, до Пакистана с Ираном. Были другие свежие идеи, при которых можно было дать до 28 тысяч рабочих мест. И все это накручивалось в периоде всего, что я должен был идти с самоучкой, обучаться за короткое время новым программам и общаться с людьми, молодежью, которая давала свои идеи, и мы начали воплощать коллективно. То есть компания Таджирон и Фароз — это та компания, которая коллективно поднялась. Не было такого одного мнения, там не было. Там было несколько человек, которые мы общались, давали идеи, и все дружно брались за эту работу. Ну, позже уже вы знаете, что рейдерский захват этой компании силовой структурой через Эмомали Рахмона, показ его с другой стороны показал, что эта компания, она как бы свалилась в землю и потеряла практически тот вес, который она имела. Практически на 93% или 90% компании легла. По той причине, что новых свежих идей не было. Рейдерский захват всегда теряет стимул работы. Многие бизнесмены разворачиваются и уходят. Многие контракты были разрушены. Все это показывает безграмотность того правления, которое там организовалось. В любом из этих моментов я был из бедной семьи. Могу сказать, что отец рано умер у нас. Я еще был во 2 классе. И жизнь у меня, я прошел все низкие ступени жизни, понимая, что такое вообще, чтобы выжить, что для этого необходимо. Спасибо большое за ваш рассказ. Думаю, многим было интересно узнать о вас побольше. И, на мой взгляд, человеку, у которого такой огромный опыт, который преодолел многие жизненные трудности с самого детства, можно доверять и можно положиться. Спасибо. Также большое спасибо всем слушателям. Присоединяйтесь в группу Умарали Куатов, приглашайте своих друзей. Там будет только эксклюзивная информация о деятельности Умарали Куатова. Там у вас будет возможность задавать вопросы, предлагать свои идеи и помощь Умарали Куатову. Спасибо. До встречи, до следующего эфира. Пока.